Я Дмитрий Пузиков из города Нерюнгри. Люблю песни под гитару. В пору юности мои друзья позвали меня в духовой оркестр, починили мне гитару. Познакомился я с поэтами, музыкантами, бардами. Видел, как они сочиняют, и тоже опробовал. Многие песни на стихи наших местных поэтов были написаны к их творческим вечерам, проводимых в музыкально-литературной гостиной «Встреча». Также мы 15 лет ежегодно ездим в Томот на республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Популярный и любимый публикой не только в Нерюнгринском районе, но и за его пределами, герой нашей передачи, поэт, музыкант, автор песен Дмитрий Пузиков родился в далеком 1977 году в Хабаровске. Через год семья переехала в поселок Чульман, а за школьную парту Дмитрий сел уже в Нерюнгринской школе номер 3, где и проучился все 10 лет. Затем институт. Поступил в институт горный в наш ЯГУ на горное дело. Не доучился. В 99-м забрали в армию, в 2001-м вернулся. Вот. 2 года в пожарной охране был. Потом мы с Пономаревым Николаем Федоровичем затеяли ансамбль вокально-инструментальный. И 10 лет мы вели этот ансамбль. Ну, и я работал это в школах, как дополнительное образование. То есть его как бы кружок. Вот. Ну и потом в 2014 году меня позвали отучиться на гитару. И в 2018 закончил училище имени Жиркова, Марка Николаевича Жиркова. Учился в филиале в Алданском. Вот. И с 2015 года работаю в музыкальной школе. Детская школа искусств города Нерюнгри. Но любовь к музыке появилась у Дмитрия задолго до ансамбля. Еще в школьные годы, как и многие мальчишки в то время, Дмитрий первый раз взял в жизни гитару и попробовал взять несколько аккордов. Я даже и не думал, что я буду музыкантом, хотя мне музыка всегда нравилась, и отмечали, что у меня какое-то есть чувство ритма и музыкальность это некоторая, но музыкой я не занимался. В 8 классе мне мой одноклассник Сережа Быков, вот как и всем ребятам, показал несколько аккордов. «Звезда по имени Солнце», все Deep Purple, «Бас», «Дым над водой». Я сразу же пришел домой, а гитара у меня 7-струнная была. Я что-то там на одной струне сыграл, что-то свое уже сочинил. Вот. И потом я встретил одноклассника. То есть мы учились с ним до 4 класса с Вадиком Луткурахмановым. И он зазвал меня домой. Я прихожу к нему домой, открываю дверь мужчина, такой лет 40 с чем-то, поджарый, крепенький. И он нас сразу в оборот взял, начитал стихов, каких-то песен. Я ушел с таким шумом это в голове. Прихожу домой, тоже давай какие-то стихи писать, вот так вот это. И через несколько дней принес к нему стихи. Он это прочитал, он говорит, все, в воскресенье приходи в библиотеку. Вот, я прихожу в библиотеку, думаю, что, к чему там. Приходят взрослые люди, и вот они садятся в круг и зазывают меня. И перед всеми читают мой стих. И мне говорят, хорошо, молодец, это отойди в сторонку. И начинают каждый читать свои стихи. Вот. И с критикой, конечно, да, то, что называется, аж перья это летят. Так началось это необычное знакомство Дмитрия с литературным обществом «Пульс» города Нерюнгри, в котором состояли и состоят как именитые, так и начинающие авторы. Второе дыхание в свое время обществу дал известный нерюнгринский поэт Константин Шутин.
С Дмитрием Пузиковым я знаком достаточно давно, где-то с 2006 года. Мы познакомились с ним у знаменитого тогда светлой памяти Валерия Дмитриева. Дмитрий ему помогал в очень большом объеме справляться с болезнью. Вот. Таким образом мы и познакомились. Ну и с тех пор мы поддерживаем хорошие отношения. Вот. Можно сказать, даже дружим. Я всегда рад его видеть. И он взаимно меня тоже. С дочкой его прикольно мы общаемся. Вот. Из совместного у нас есть вместе веселая песенка железнодорожная, музыка и идея Дмитрия, а слова мои. Мы с ним вместе неоднократно ездили на фестивале «Берег дружбы», где он, кстати, ее исполнял. И участвовали во многих мероприятиях здесь, в Доме культуры. Но серьезно заниматься музыкой Дмитрия сподвигло его окружение, его друзья, в кругу которых он проводил много времени. Среди них известный нерюнгринский автор, бард, лауреат всесоюзных и республиканских фестивалей авторской песни Валерий Дмитриев. С Валерием Дмитриевым мы сдружились. Я приходил к нему в гости, и он мне показывал свои песни, научил меня играть на гитаре с басами. Вот. К нему в гости приходили все. То есть и поэты, и музыканты. И там я уже со всеми познакомился. И Валера Черкашин, с которым они написали много песен дуэтом. И концерт делали. И Анатолий Корвель, он тоже играл на гитаре на концерте у Валеры. Вот. И, конечно, они повлияли на меня. Поэты, музыканты, тоже стал интересоваться стихами, как-то впечатляться. Ну, пел песни. Постепенно Дмитрий начал сочинять и собственные песни, целиком ориентируясь на свои ощущения и музыкальный опыт. Сочинять я стал уже попозже, где-то в 2005 году. Ну, я уже играл разные песни. Розенбауна играл. Вот. И тут в голову вот какие-то... я это просто взял эту гитару и сыграл несколько нот. Вот. Предположим, я вот так сыграл так. И мне вот понравилось это. А потом я так раз и прям сразу взял. И записал на кассету. Так, хожу, думаю, что же дальше. А интересно так, а что же дальше? И прям вот опять записал. И так вот ее за 5 минут и сочинил, это просто мелодию. Ходил. С этой мелодией где-то целый месяц. Что-то думал, ну вот что-то такое казачье, вот как будто... казак целый день это скакал, остановился уже под вечер, а тут девушка у колодца, и он говорит, ну типа дай, пожалуйста, воды попить. Ну вот какое-то вот ощущение вот такое было. Поле мое, берега заката. Кроме авторских песен, Дмитрий Пузиков с удовольствием пишет музыку на стихи известных нерюнгринских поэтов. Причем, как отмечают коллеги, ему, как никому другому, удается прочувствовать строки и уловить настроение стихотворного произведения. И что я хочу сказать, что на протяжении 19 лет мы знакомы с прекрасным человеком, с Дмитрием Пузиковым. Мы с ним познакомились у Валеры Дмитриева. Это был его преподаватель по гитаре.
И он передал ему вот это замечательное мастерство игры на гитаре. Замечательно то, что еще Валера был очень добрым человеком, и Дима, он передал то же самое. Дима очень добрый человек, он очень замечательный профессионал. Они берут с Олей, Оля у него работает в Соловушке, жена, и поэтому у них такой очень замечательный тандем. Они берут стихи наших местных авторов, такие как Ирины Рябовой стихи, Натальи Лозиной, затем, значит, Натальи Александровой. И на эти стихи они пишут прекрасную музыку. Поэтому стихи у нас не остаются как бы лежать мертвым грузом, а постоянно в работе. Изюминка его в том, что он очень хорошие тексты подбирает, музыкальные. И вот когда читаешь стихотворение, кажется, ну, стихи там об осени, стихи о природе, стихи там, допустим, о стрекозе. Вот они Наташе сделали песенку такую замечательную. Но он в каждом стихотворении находит музыку и подбирает точные ноты, точную интонацию и точное исполнение. И когда они с Олей исполняют вот дуэтом, да, ну просто восхищаешься этим. Ну, мы постоянно приезжаем на республику, и дуэт у них не первый раз, они все время занимают первые места. Как говорит сам Дмитрий, музыка, которую он пишет на стихи, это ничем не объяснимый процесс озарения, чутья и везения. Оно, наверное, само это приходит, именно багаж, вот именно общения с поэтами. Это надо читать стихи, быть грамотным человеком, культурным, и тогда оно вот как-то прилагается, чтобы выразить мысль. И, ну, я думаю, то, что занимаюсь именно музыкой давно и постоянно, оно это просто идет от слов все. И рождается не каждый стих. И песня должна сложиться. Иногда вот какое-то вступление, припев, можно что-то добавить, какие-то строчки спеть. И каждый раз по-разному выходит. Ну, просто чутье какое-то, наверное. Да, каждая песня для Дмитрия Пузикова – это словно ребенок, которого надо вырастить и отпустить в большой мир. И работая в детской школе искусств города Нерюнгри преподавателем по классу гитары, Дмитрий дает своим детям, ученикам, кроме знаний, частичку своей души. С детьми, конечно, вот все неоднозначно и сложно, и с родителями. Они учатся и приходят уставшие после уроков. И каждый раз находим общий язык, ну, как сказать, индивидуальный подход, ну, это и индивидуальные занятия. Вот. И ученики разные есть, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Вот. Ну, стараемся поддерживать доброжелательную атмосферу, гармоничную. Вот так и живем. Доброжелательная атмосфера всегда появляется там, где появляется Дмитрий Пузиков. Ученики с большим удовольствием посещают его уроки, порой даже сожалея, что не могут приходить на занятия с Дмитрием почаще. Дмитрий Александрович преподает очень понятно и ясно. Так что каждый ученик, мне кажется, с первого или со второго занятия поймет, о чем суть. Сегодня мы учили ноты, и я все понял. Все, что он рассказывал на уроке, я запомнил, и мне понравилось к нему ходить. Он очень веселый, жизнерадостный, честно. Я бы к нему чаще ходил, чем 2 раза в неделю. Но у него есть другие ученики, и, к сожалению, я не могу к нему часто ходить. 3, 4. Раз, и два, и 3, 4, и раз, и два, и 3, 4. Раз, и два, и 3, 4, и раз, и два, и... Мне нравится учиться у Дмитрия Александровича, потому что он хорошо объясняет. Это мне с первого раза понравилось к нему ходить. И жаль, что я только 3 раза хожу в неделю. Хотелось бы 4. Ну, у меня неудобно будет иногда. И Дмитрию Александровичу. Он хорошо объясняет мне. Я все понимаю. Прям очень хорошо объясняет.
Скромный, обаятельный и добродушный Дмитрий пользуется большой симпатией в коллективе. Все, с кем он работает, отзываются о нем с восторгом. Ведь Дмитрий Пузиков сразу создает вокруг себя хорошее настроение и улыбки. Ну, Дмитрия Александровича я знаю очень давно, можно сказать, с самого детства. Это человек, который, наверное, один из немногих в моей жизни, которого я могу просто с уверенностью сказать, что это самый добрый в мире человек. В нем абсолютно нет злобы, зависти никакой. Дмитрий Александрович у нас такой, как папа Карло, к нему тянутся все дети, потому что он может решить, наверное, любую задачу, которая у нас здесь стоит. Он действительно у нас, можно сказать, один из немногих представителей мужского пола в коллективе, в основном все женщины. Вот. Работать с ним очень комфортно. Он профессионал своего дела, он действительно очень грамотен во всех этих вопросах и очень приятно. Плюс он у нас работает в оркестре с самого начала его зарождения. Много очень интересных случаев связано с его пребыванием у нас в коллективе. Во-первых, он такой мастер на все руки, умеет, можно сказать, на всем играть, плюс занимается с детками, учит с ними партии тоже. В поездках он у нас вечно страдает, потому что он едет в поезде, ну, вместе со всеми, естественно, никак не выделяясь. Вот, едут все дети с ним, и многие дети едут прямо на нем. Был даже у нас такое видео, мы его показывали как-то на концерте, где Дмитрий Александрович едет на полке, спит, отдыхает, и на нем просто едет барабанщик, и тут же баянист, и балалайшник, все играют одновременно, но Дмитрий Александрович спит. В общем, ему ничто не мешает. Но мы очень довольны тем, что у нас есть такой человек в коллективе, и я тоже лично очень довольна. Фестивали, концерты, творческие вечера, различные мероприятия. Все это не проходит мимо внимания Дмитрия. С большим удовольствием его ждут на любом мероприятии, ведь порой удается вынести на суд зрителя совершенно фантастические номера. Хочется, во-первых, поблагодарить Дмитрия за участие во всех мероприятиях, которые мы приглашаем, и на большую сцену в том числе. Мы часто делаем благотворительные мероприятия, еще ни разу ни Дима, ни его семья нам в этом не отказали. Есть у нас такое чудесное мероприятие для людей с ограниченными возможностями «Смотри на меня как на равного». И Дмитрий принимает в этом участие уже, по-моему, во второй раз. Однажды я к нему лично обратилась. Мне очень хотелось привлечь в это мероприятие слабовидящих людей, обладающих какими-то талантами. И вот я познакомилась со Стасом Макаровым, он у нас из Венгрии, совершенно не видит, но он тоже сочиняет свои стихи, свою музыку. Кое-как уговорила Стаса для начала. И как не думала, с кем же мне его соединить, чтобы получить какой-то достойный результат, чтобы люди это оценили. Вот пригласила Диму, он сразу не отказал, достаточно долго занимались. И вот он нашел какой-то подход к Стасу, и Стас вышел на большую сцену, что было удивлением для и его односельчан, и для его коллег по своему обществу. Небом синим вырос город небольшой. Город маленький, красивый, этот город мне родной. Я родился и вырос здесь, семья, работа, дом. И вот я иду и про себя пою. Город мой молодой, этот день сегодня твой. Город мой золотой, тебя люблю, пой со мной. Город мой молодой, этот праздник сегодня твой. Будь всегда красивым, светлым, маленький жемчуг мой. Он находит каждому человеку, каждому ребенку определенный подход. Вот он вкладывает свою душу. И не только душу, мне кажется, он вот всю свою атмосферу как-то так окружает вокруг, обволакивает. И становится так спокойно, легко. И очень радостно, что у Димы и Оли теперь есть дочка Варвара, которая тоже уже выходит на сцену. Они делают семейные номера. Выступает вот на Рождество, очень часто мы их видим с нашими мероприятиями. И столько искренности, еще раз говорю, и теплоты вот в их выступлениях, в их музыке.
Слушать Ольгу и Диму вообще очень приятно. Действительно окунаешься, куда-то проваливаешься в определенный мир. Так это красиво, так это по-настоящему, что на самом деле редкость. Семья для Дмитрия Пузикова – это источник вдохновения. Супруга Ольга преподает в детском хоре «Соловушка». И с самого начала знакомства Дмитрий и Ольга, два творческих человека, идут по жизни в унисон. Очень добрый, очень ласковый, очень музыкальный, очень одаренный. Помогает всем и каждому, и в семье. Это очень любимый папа. Для ребенка это вообще Бог. Она такая маленькая, сказала, что это Бог для нее. Видимся редковато, конечно. Оба же преподаватели. Получается, в основном на работе до вечера, до самого. Но когда вечером встречаемся, обязательно музыка бывает. Обязательно гитара со стены снимается. Либо он поет мне, либо что-то новое разучивает. Вот сейчас он разучивает новое, делает новое. И мне, ну вот, Оля, посмотри. Ну давай посмотрим там. Где-то могу там подсказать, может быть, да, что-то. Могу просто послушать, как вот слушатель. Поулыбаться там, нежно глазки построить и так далее. Ну, как бы стараемся. В семье очень тихо, очень гладко. Все очень нежные, очень ласковые. И ребенок такой же. Как бы. Ну, музыка, получается, на первом месте. То есть вперед всех. Даже я иногда даже ревную. Гитаре, я говорю, у тебя гитара на первом месте. Вот даже так бывает. То есть иногда не хватает его, мужа, потому что он весь в музыке. А творческие люди, они же в музыке отдаются полностью, да, правильно? Ты же не отдашься ей кусочек. Надо отдаться полностью на 100%. Естественно, он вот точно такой же, прям 100%. По траве пройдись босой, вниз бодрёные росой. Слышишь, шепчутся листы, просыпаются цветы. Пишма, ирисы гурьбой, и горошек голубой, аромат медовый. С каждым шагом новый. У Дмитрия и Ольги растет замечательная дочь Варя. И не мудрено, что в такой творческой семье, где царит атмосфера гармонии, она пошла по стопам родителей и с удовольствием занимается музыкой и выступает с родителями на большой сцене. Так как мы на фестиваль всегда ездили с ней, вот она первая у Оли на руках была, вот мы дуэтом это пели. Потом смотрим, она подпевает. Так как я аккомпанировал ребятам из вокальной студии «Апельсин», Татьяны Вячеславовны Усинок. И вот она, и пока мы репетировали, и Варя, смотрю, напевает одну песню, вторую. Потом подметили, что она слова выучила одной песни тоже, на следующий год попробовали попеть. Выступила на берегу дружбы. И вот так по чуть-чуть. Мне север качал в колыбели, и с рождением сосны не пели. Баю-бай, 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 зайчик спит, птички спят, засыпай. Музыка в доме Дмитрия, Ольги и маленькой Вари звучит всегда. Это естественная часть их жизни. Творчество наполняет жизнь яркими красками и благотворно влияет на взаимоотношения и на атмосферу в семье. А